Один из символов древнего Карасу-базара – старинная кофейня Бубикира, более известная как дом композитора Спендиарова, оказалась под угрозой исчезновения. Как оказалось, уникальный памятник истории архитектуры даже не состоит на учете и не охраняется государством. Несколько лет назад у здания появился новый собственник, который планирует построить на его месте коммерческую стоматологическую клинику. Проблему сохранения культурного наследия Карасу-базара обсуждали на конференции, которая прошла 21 июня в местном историко-краеведческом музее. Шымдыкы эпімізге более бір белі олған Спендиарован еві, более бір фаджианен бағлы, более бір евін йықтылар. К сожалению, последний факт с разрушением дома композитора Спендиарова показывает, что без внимания общественности, без привлечения общественного мнения к данному вопросу мы можем утерять и другие объекты. Сегодняшняя конференция – это начало такой большой работы по сохранению культурно-исторического наследия Крыма с помощью привлечения общественности. Конференция прошла в день рождения Рамиза Нетовкина. Собравшиеся обсудили вопрос о создании музея в доме, где раньше жил знаменитый крымско-татарский художник. Цель такая, чтобы имя Рамиза Нетовкина было увековечено в нашем городе. Есть дом, в котором он жил, и поэтому нам очень хотелось бы, чтобы в этом доме был музей Нетовкина, где жители города могли бы познакомиться с его творчеством и узнать об этом человеке побольше. Рамиз Нетовкин ева экобин 11 senesi bu dünyanın terk etti ve 8 yıldan beri o evde bir kimse yaşamay ve bizler teşebbüs grupası onu kasevetlenip, onu düşünüp, şimdi bugün biz böyle bir konferansiya o'tkazmoqdamiz ve konferansiyanın iştirakçılarına böyle bir kararın çıkacak olduk ve Allah sımretse gelecekte hakimiyetin ogune böyle bir sual, böyle bir vazife koyacak olamız. Şimdiki o evde Ramiz Nетовкин музейін böyle bir planlaştıramız. Карасу-базарские активисты твердо намерены не оставить без внимания ни один местный памятник истории архитектуры. Их цель – сохранить культурно-историческое наследие города для потомков.